Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «События недели» в студии Натия Бенделяни. Сегодня в программе 14 лет признания независимости. С чем связан рост цен на продукты? Сегодня в Абхазии отмечают праздник Нанхэ. Это один из самых почитаемых древних традиционных праздников. В этот день в абхазских семьях принято накрывать столы с плодами сезонного урожая – медом, инжиром, дыней, кукурузой и орехом. В домах зажигают свечи и вспоминают умерших родственников. В честь праздника понедельник, 29 августа, в республике объявлен выходным. Праздник Нанхэ совпадает с Успением Пресвятой Богородицы. Поздравляем всех и желаем мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть ваши сердца будут наполнены надеждой, верой и любовью. Мира, добра, благополучия всем жителям Абхазии. А теперь перейдем к наиболее важным новостям в районе и стране. 26 августа в Абхазии отмечают День международного признания независимости республики. День международного признания независимости является в Абхазии праздничным выходным днем. Ежегодно в этот день по всей республике проходят праздничные мероприятия. В городе Гал прошла церемония возложения цветов, в которой участвовали ветераны Отечественной войны Абхазии, руководство района, школьники и общественность. Поздравляем весь народ Абхазии, желаем мирного неба над головой, процветания и успешного развития нашей республики. В городе Гал, как и во всех уголках страны, сегодня торжественно отметили День признания независимости Абхазии. В этот праздничный день я поздравляю весь народ Абхазии с этим праздником. Желаю всем здоровья, процветания и светлого будущего. Я приношу слова благодарности тем воинам интернациональным, которые здесь отстояли свободу этой республики прекрасной, сложили свои жизни. И я думаю, мы будем достойны их памяти, своих дальнейших поступков. Ариамш згяхзен дар згу хытхытва хазыбшуп ариамш эгинуху роп эг лахикцароп харахзен ирзехис шот апсны кун хавлар зги агобзер агамч аман шалара апсны сымшаямазайт атынчра хакайцалайт хапсынра. В церемонии возложения цветов участвовали ветераны Отечественной войны народа Абхазии, руководство района, школьники и общественность.
26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Сегодня хочется поздравить всех жителей Абхазии с таким знаменательным днем. Хочется пожелать им здоровья, всего самого наилучшего, и чтобы всегда были такие приятные и хорошие моменты для наших жителей. Поздравляю весь народ Абхазии с 14-й годовщиной признания независимости. Пожелаю самое главное, конечно же, чтобы мир был во всем мире, чтобы никогда наши дети не видели войны, той войны, которую мы испытали в своем детстве. Всем всего хорошего, мира, счастья, здоровья, благополучия. По традиции, с одним из главных событий в стране жителей Абхазии поздравили ветераны, представители руководства района. Сегодня исторический день. Люди, которые в Отечественную войну 92-93 годов пали за независимость Абхазии, я думаю, что ихнее дело мы продолжим, и чтобы развивалось независимое абхазское государство. Сегодня, когда мир находится очень на грани опасной ситуации, мы, имея уже свой статус независимого государства, я думаю, что должны тоже свой вклад внести. Может быть, он небольшой, но вклад он должен тоже быть значительный, для того, чтобы сегодняшняя разрядка вместе с Российской Федерацией идти по пути мира. Желаю вам всего доброго, всего хорошего, единения всего многонационального абхазского народа. Сегодня, 26 августа 2022 года, Абхазия отмечает государственный праздник, 14-ю годовщину, День международного признания независимости республики. Если с именем первого президента Владислава Ардзенба многонациональный народ Абхазии связывает победу в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, то международное признание независимости Абхазии с именем второго президента Сергея Багапш. Именно во время его президентства произошло признание независимости Абхазии Российской Федерации 26 августа 2028 года. Далее признание было сделано Никарагуа, затем Венесуэлы, Науру, Тувалу, Вануату, Сирийская Арабская Республика. Дата 26 августа вошла в историю Абхазии как великое событие, открывшее еще одну знаменательную страницу в сложном и многотрудном процессе становления нашей государственности. Оно символизирует собой новый этап духовного возрождения народа, выстрадавшего и отстоявшего свое законное право на самостоятельное развитие и уверенное вхождение в мировое сообщество в качестве субъекта международного права. Признанию республики предшествовало событие в августе 2008 года, когда Грузия объявила войну Южной Осетии. Жертвами войны стали сотни мирных граждан Южной Осетии. С вводом российских войск в Схинвал грузинские войска стали покидать город. Утром 10 августа МВД Грузии объявила о выводе войск из Южной Осетии. 9 августа по приказу главнокомандующего президента Сергея Багапш Абхазия начала вооруженную операцию в верхней части Кодорского ущелья. 11 августа вооруженные силы Абхазии блокировали верхнюю часть Кодора. Российские миротворцы потребовали от грузинских войск в Кодоре сложить оружие. Грузия отвергла ультиматум. 12 августа 2008 года вооруженные силы Абхазии освободили Кодорское ущелье. 12 августа
в 13 часов президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению к миру в зоне грузино-осетинского конфликта. Пятидневная война имела геополитические последствия. 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев выступил с заявлением в связи с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии. Сегодня, в 14-ю годовщину независимости Абхазии, хочу поздравить всех вас с этим днем и пожелать мира. Путь к независимости Абхазия прошла очень сложным кровавым путем. Многие государства мира боролись и борются за независимость. Абхазия стала не исключением. Пройдя страшные дороги войны, страшные годы блокады, Абхазия выстояла. Нас недооценили, но мы выиграли. Нас душили, но мы выстояли. День признания независимости навечно останется одним из самых главных и радостных праздников для нашей республики. Процветание и мира, сна и вечная память всем тем, кто приближал этот праздник как мог, лучшим сынам и дочерям Отечества, которые положили самое ценное на алтарь свободы и независимости страны – жизнь. Анжела Упилава, Бату Библая, Борис Цацуа, ГАЛ-ТВ. Абхазия поддержит идею союзного государства с Российской Федерацией, заявил президент республики Аслан Бжания в эфире телеканала «Соловьев Лайв». По словам Бжания, реальные возможности для создания союзного государства появятся после успешного завершения Российской Федерации спецоперации на Украине. Для России будет очевидно, кто является настоящими союзниками, и, исходя из этих фактов, будет создаваться некий контур союзного государства. Мы на это рассчитываем, и мы готовы принять в этом участие, подчеркнул он. Власти Абхазии рассчитывают на поддержку России в запуске международного авиасообщения с Сухумом к 2024 году, заявил президент республики Аслан Бжания. По словам президента Абхазии, открытие международного аэропорта существенно изменит перспективы туристического бизнеса в стране. Кроме того, Сухумский аэропорт мог бы стать резервным хабом для юга России с учетом высокой загрузки воздушной гавани в Сочи, подчеркнул Бжания. Мы за то, чтобы наладить новый воздушный мост с помощью Российской Федерации. Его нет, и мы считаем, что это неправильно. Сухумский аэропорт сейчас функционирует, но в силу определенных обстоятельств международные рейсы там не осуществляются. Мы ведем соответствующую работу и рассчитываем с поддержкой руководства Российской Федерации запустить авиасообщение в 2024 году, сказал он в эфире «Соловьев Лайв». Пандемия коронавирусной инфекции поставила мировую экономику перед многими трудностями. И одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах. Цены на социально значимые продукты значительно выросли по сравнению с прошлым годом, а доходы граждан все те же. Наш корреспондент посетила рынок и постаралась узнать, с чем же все-таки связан рост цен и какова ситуация на текущий момент. Подробности прямо сейчас. Люди немного оправились от ковида и решили зажить как прежде. Но не тут-то было. Судя по росту цен, почти на все виды продовольствия. Товары и услуги дорожают в нашей стране и не только в нашей уже не первый год. Влияет все от пандемии, логистики до санкций. Цены на социально значимые продукты по сравнению с предыдущим годом значительно выросли. Особенно на подсолнечное масло, муку, сахар и кофе. Цены увеличились. Но увеличилась закупочная цена, и мы не можем все продавать так низкими ценами. Но пытаемся сделать такие цены, чтобы людям было все доступно. Увеличились цены на сахар, на масло, но людям это необходимо, и они стараются покупать все. Мы тоже пытаемся думать про них. А вообще на какие продукты увеличились цены? На все. На все, да? А так Ну, вот особо у нас мы тут не добавляем много. Нет, вообще так как имею в виду в общем. здесь контингент, люди мало денег,
них ничего нет, чтобы продать. И мы стараемся 5-10 рублей. То есть стараетесь идти навстречу Да, людям, да, и да. цены такие более-менее Да, приемлемые, да, у вас? стараемся. А как думаете, с чем связан вот такой рост цен? Не знаю, говорят, с таможни. Подорожание продуктов и рост цен на услуги и товары сильно ударило по карманам граждан с низкими доходами, так как большая часть их расходов приходится на продовольственные товары. Кроме того, выросли цены на топливо и свет. Импорт продолжает дорожать, инфляция расти, а доходы населения падать. Потребитель вынужден платить за издержки производителя и цены, которые плохо регулируются. Приходится отказывать себе во многом из-за дороговизны. Тяжело, сами видите, все дорожает. А что именно подорожало, вот, например? Все и продукты. Если со 100% 50 человек сегодня не доедают, вот такие вещи тоже есть. Вы сами откуда? Аспект-вещи. Да. А вот на что вы живете? Вы работаете где-то или? Работаю, вот зарабатываю, огород только. Что больше? Работы нет. Я-то вижу, ну молодежь. Потом говорят, портится молодежь. Как не будет портиться? Работы нет, ничего нет. Как отмечают продавцы, рост продаж замедлился еще и по причине оттока населения в Галском районе. Людей стало меньше по разным причинам, поэтому наблюдается серьезное снижение объема продаж. Скажите, пожалуйста, по сравнению с предыдущим годом объем продаж увеличился или стал меньше? Наоборот. А как вы Наоборот, меньше и меньше народу становится. А с чем это связано? Связано, а сейчас орех собирается некоторые уехали на работу, людям деньги нету. У кого есть, не хватает нас, день идет 50-60 килограмм мяса. Это очень мало. Никакая индексация зарплат, которой, впрочем, пока нет, не успевает за скоростью изменения цен на продукты, говорят потребители. Очень выросли в цене и школьные принадлежности. Скоро в школу ребенка собирать, а в магазин идти даже не хочется. Там цены просто космические, признаются прохожие. По словам продавцов и потребителей, ситуация, когда тот или иной продукт купить невозможно, пока еще не сталкивались. Однако цены по некоторым позициям выросли существенно. Поэтому за последний год количество посетителей значительно снизилось. А объем продаж у вас какой? Вот люди больше стали покупать, меньше или так? Нет, все? не больше. То есть снизился, получается, Во-первых, да? магазины кругом настроили. Во-вторых, у людей денег, по-моему, нет. В-третьих, туда, на ту сторону ездят из-за вида на жительство. Так За документы. Да, они там получают, там уже сразу отовариваются. Поэтому. Большинство опрошенных, как правило, не хотят говорить на камеру, но за кадром они очень разговорчивы. Говорят, что жить стало непросто, особенно безработным и пенсионерам. Кроме резкого скачка цен, грозит еще и неурожай. Засуха испортила огороды и поля, и людям, у которых нет каких-то дополнительных источников заработка и бизнеса, жить стало тяжело. Удручает многих и то, что цены выросли и на отечественную продукцию, и регулируются они очень плохо. Вот по сравнению с прошлым годом, в этом году... Все добавился. Даже кукуруза 1500, да? 1500 будет стоить. Когда стоило 250. Сыр 600 рублей, 700 рублей. Никогда такого не было. А еще на какие продукты? На все, на все. Помидоры 100 рублей в этом году не уменьшалось. Когда стоило в это время 30 рублей, 40 рублей. Да, в сезон намного меньше. А огурцы тоже такое же самое. Все у нас дорого. Не знаю, как дальше будет. Да, некоторые мы где-то что-то пенсии получаем, кто-то работает, но а которые без работы, с детьми, которые дома сидят, чем жить им? Сейчас сезон орехов. Цена в среднем за килограмм колеблется от 50 до 60 рублей. Для многих сельчан продажа ореха фундука является одним из главных источников заработка. Есть и те, кто занимаются оптовой и розничной торговлей, фермерской деятельностью. Некоторые уезжают на заработки в Пицунду, Гагру, Псоу и довольно неплохо зарабатывают на жизнь. Но и безработных немало. Да, цены подорожали, но власти по возможности принимают соответствующие меры и ищут пути выхода из кризисной ситуации, чтобы как-то смягчить резкий скачок цен. Справедливости ради надо отметить, что ценообразование зависит от многих факторов, и не всегда власти могут повлиять на него. Народу мало стало, и еще ореха цена тоже упала, не имеет денег народ что покупать. А куда люди делись? Почему людей меньше? На работе ушли. На заработки, да? Работать, да, потому что ореха ничего не стоит, поэтому молодежь идет работать в другом месте. То есть торговля у вас, можно сказать, плохая, да? Особо никакой.
И настроение все равно хорошее. О, вот это отлично, Да. что вы не унываете. Да. Морально все равно нельзя подать. Некоторые респонденты настроены более оптимистично. Говорят, что бывали времена и похуже. Прошли войну, карантин, масочный режим и выжили. Ничего. Все зависит от настроя и умения противостоять невзгодам. А если сидеть сложа руки, жаловаться и ждать милости от всех, в таком случае можно остаться ни с чем и жить впроголодь. Но мы, гальцы, люди трудолюбивые, работящие, не пропадем, говорят они. Еще и другим поможем. Но вы духом не падаете. Да нет, мы держимся. Держать надо. Не надо. Держать надо, конечно, но очень трудновато. Очень. Наш народ действительно прошел через многое, чтобы опускать руки, сдаваться или плыть по течению. Люди адаптируются, пытаются как-то улучшить свою жизнь, не падают духом и надеются, что карантин, санкции, неурожай и все, что способствует росту цен, останутся в далеком прошлом, и жить станет лучше, жить станет легче. А надежда, как известно, умирает последней. Анжела Убилава, Бату Библая, Борис Цацуа, ГАЛ-ТВ. Ну а на этом у нас все. Встретимся ровно через неделю. До скорых встреч!